Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы раньше объявляли, что 26 июня 2022 года мы собираемся провести пресс-конференцию, а также встретиться в этот день с нашими братьями и сестрами, а также с нашими друзьями. И сейчас я хотел бы проинформировать вас, рассказать про эти мероприятия. К нам поступили некоторые вопросы по поводу этих мероприятий, поэтому я сейчас хочу ответить на них. Дело в том, что именно пресс-конференция пройдет 26 июня. И в этот день, возможно, мы объявим дату проведения съезда сторонников независимого чеченского государства. Вот. И сейчас я хочу рассказать про некоторые моменты, как мы пришли к этому. С прошлого года я встречался с нашими братьями в разных странах, в разных городах, познакомился со многими людьми, узнал их мнение. И, конечно же, я не разделял никого, без разницы, какое у него мнение на происходящее. Вот. Но я нашел очень много сторонников, которые требуют и хотят, и готовы к тому, чтобы прийти к единству. Вот. И многие, наверное, помнят, как я в прошлом году говорил, что готов стучать во все двери, чтобы призвать людей к единству. Это позитив. А вот также расскажу про негатив. Есть такие моменты. Как началась вот эта работа, я увидел некоторых противников этого единства. То есть это обычные болтуны и обычные тролли, как говорится. Такие люди выплескивают свой негатив именно тогда, когда мы призываем к единству, когда мы идем к этому единству. Вот они проводят такие словесные провокации, пытаясь противостоять против нашего единства. И сейчас мы настроены очень решительно, жестко, вот, и никому не позволим разделить нас больше. Я хочу сейчас сказать, что мы уже едины. Мы уже нашли тех людей, которые готовы к этому единству. Я тут читал ваши вопросы. Некоторые задают такие вопросы. Почему я или другие там не называют фамилии, не объявляют так публично, пофамильно, не призывают их к этим мероприятиям. Я хочу сказать, что я или другой, кто занимается этими вопросами по поводу этих мероприятий, по поводу пресс-конференции, нашей встречи или съезда, мы не должны как кому-то высылать приглашение. И считаю, что эта форма, которая нами сегодня используется, форма открытого призыва, это более и правильная форма. Я не буду призывать пофамильных активистов, других политиков, блогеров, но все прекрасно понимают, что это общий призыв. И поэтому я со своей стороны призываю всех. Вставайте рядом, или же мы готовы стать рядом с вами. Давайте все это делать вместе. Это наше общее дело. Если у нас цель одна. Для нас наши цели таковы. Это единство в нашем обществе, деоккупация нашей Родины, а также путь тех наших героев, которые отдали свои жизни в борьбе против русских оккупантов. Мы за свое
независимое чеченское государство. И если все те активисты или политики, там, блогеры идут на этой цели, то мы лишь призываем к этому единству. Давайте встанем вместе, давайте работать вместе. Хватит, надоело вот эти 22 года, которые прошли. Мы можем открыто сказать, что мы за это время сделали очень мало, хотя могли сделать очень много, если бы в свое время мы смогли бы объединиться. Поэтому пока не поздно, мы должны это сделать. И наша логика такова. Мы призовем сейчас, мы найдем этих людей, которые готовы работать вместе, и будем идти с ними вместе вперед. А те люди, которые вот так, как я говорил, будут противостоять там нашему единству, то я лично с ними ничего иметь не хочу. Вот. Мы хотим работать во благо нашего народа. Это они и их группы разделили наше общество. И они являются ярыми противниками этого единства. И я могу лишь задать сейчас вопрос, кому это выгодно? Чтобы наше общество было так разделено. Это выгодно нашему врагу. Выгодно нашему врагу. И поэтому я со своей стороны говорю свое мнение, сделал такой вывод, что мы должны заявить один раз, что мы готовы к единству, и мы пойдем к этому единству. Что бы они ни делали, как бы они нас не разделяли, потому что это требуют те люди, с которыми вот мы встречались в последнее время. А было проведено очень много встреч в разных странах, как я сказал. Вот. Это было мое мнение. И сейчас я уверен, что мы добьемся этого единства общими усилиями, потому что это необходимый шаг для того, чтобы победить этого врага чеченского народа. Потому что лишь тогда нам поможет Аллах, лишь тогда Аллах дает победу, когда в рядах сопротивления есть единство. К примеру, вспомните 96-й год, август. Вспомните этот год, насколько тяжело было нам, нашему народу. Шла война против нашего народа. И мы были в таком состоянии, что не были даже уверены, когда это все прекратится. Но был такой момент, когда мы смогли объединиться, провести мощную операцию и освободить нашу землю. Мы смогли это сделать. Нам Аллах помог в этом, потому что у нас было единство. И сейчас у нас есть огромный шанс, чтобы победить. А мы обязательно победим. Иншаллах.